Значит, первое, для того, чтобы пришли инвесторы, надо создать условия для работы собственным предпринимателям, собственным деловым людям, находящимся гражданам Республики Беларусь. Вот. Никакие иностранцы нас не спасут. Только люди, которые жили, понимают, что такое республика, что такое земля, как на ней жить, работать. Только они могут привлечь людей, сами привлекут, без органов государственной власти привлекут инвесторов, если посчитает нужным. Вот. Но я, в частности, не привлекал инвесторов. Вот эту производственную базу, значит, построил с 93 года на свалке мусора. И содержу ее по сей день. И меня за это, в кавычках, государство очень благодарит. Постоянно проверки, изъятие имущества, возбуждение уголовных дел, штрафы, штрафы и штрафы и штрафы. О каком привлечении инвестора может идти речь, если собственных граждан республики, наших белорусских инвесторов, которые тут живут и работают, не дают работать? У нас, к сожалению, в Новополоцке 1500 гектар земли пустой. И это никого не волнует. То же самое я вижу, что творится в округе, в тех же районах, эти заброшенные деревни, в частности в Новополоцке, значит, десятки строительных организаций, промышленных предприятий, просто стоят руины. И никого это не волнует. Такое чувство, что тут прошла война. О каких инвесторах может идти речь? Что они будут инвестировать? Надо восстановить то, что у нас есть, чтобы оно работало. Никаких проблем. Надо просто включать собственные мозги. Я готов. Я многих людей знаю, которые готовы работать, но они вынуждены были уехать в Россию, уехать в другую страну, потому что здесь создали невыносимые условия для работы. Да, собственно, и мои дети уехали отсюда только по этой причине. Потому что неглупые люди могли бы украсить нашу страну, и сын, и дочь. Но, однако, сын занимает 9 место по России, по развитию бизнеса, один из молодых белорусов, а дочь работает на очень замечательной работе, значит, в Европе. Здесь работать не пожелали, потому что они видят, как меня терзают суды, прокуратура, милиция, налоговая. У всех мысль только дай. Отобрать, считая, что чем больше отберут денег, тем лучше будет страна. То есть бюджет от моих налогов уже трескается, а у меня от отсутствия денег трескаются, значит, трубы, текут крыши, в аварийном состоянии отопительные котлы. На все это нужно деньги вкладывать. И все это инвесторы видят. Для того, чтобы приглашать инвесторов, надо обеспечить, чтобы я говорил: да, ребята, приезжайте, здесь у нас хорошо. На мою территорию приезжают десятки людей, которых приглашал. С Польши, с Германии, с России. Увы, сказали так: Владимир Петрович, мы, когда увидим, что у вас созданы условия для работы, стабильное законодательство, мы тогда приедем и будем работать.